بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумуль ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Этот аят был ниспослан в день Арафа, который соответствовал пятничному дню, когда пророк, алейхиссалату вассалям, стоял на горе Арафа, когда он делал свой последний хадж, который так и назывался хаджатуль вада, прощальный хадж пророка, алейхиссалату вассалям. То есть после ниспосылания этого аята пророк, алейхиссалату вассалям, прожил всего лишь 81 ночь. И в этом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль ясно указал нам, что Он усовершенствовал для нас нашу религию, то есть сделал эту религию полноценной для нас. И Аллах Азза ва Джаль никогда не убавит из этой религии ничего. И также эта религия не нуждается, чтобы в нее что-либо добавить. Поэтому это указание для верующих людей, или же для всего человечества, что Аллах Азза ва Джаль сделал эту религию ислам, полноценной, и что мы должны следовать религии ислам должным образом, следовать пути пророка, алейхиссалату вассалям, должным образом. И тот человек, который пытается что-либо добавить в эту религию, или же оставляет что-либо из этой религии, это указывает на то, что он считает ее неполноценной, валь-аяду билля. Всевышний Аллах Азза ва Джаль также указал нам, что Он доволен в качестве религии только религией исламом. И поэтому Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Тот, кто будет желать какой-либо другой религии, кроме религии ислама, Аллах не примет у него. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. И в судный день он будет в числе тех, которые потерпели убыток. Также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине религия, которую принимает Аллах Азза ва Джаль, это религия ислам. И в полноценности этой религии также, в полноценности его ахкамов, его постановлений, также указание на то, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам: «Ва атмамту алейкум ни'мати». Я также довел до конца мою милость к вам. То есть человек, который будет придерживаться религии ислама должным образом, для него будет обязательной милость Аллаха Азза ва Джаль. И он обязательно найдет милость Аллаха Азза ва Джаль только в религии ислам. Этот аят, этот священный аят, это ясное указание на то, что религия ислам не оставила ничего, в чем нуждается человек, чтобы быть счастливым в этом мире и в мире вечном. И также наша религия ислам, это общая полноценная религия, которая включает в себя все аспекты жизни, которая включает в себя все стороны жизни, такие как политические, экономические, религиозные, общественные и даже такие как нравственные и другие аспекты жизни, которые касаются этого мира и мира вечного. Поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Я айюхаллазина аману дхулу фиссильми каффата ва ла таттабиу хутувати шайтан, иннаху лакум адуввун мубин». О те, которые уверовали, войдите же в эту религию полноценно и не следуйте путям шайтана, поистине он является для вас явным врагом, говорит Аллах Азза ва Джаль. Верующий человек должен понимать, какой бы шаг он не собирался сделать, он должен обязательно смотреть, соответствует ли этот его шаг
тому, что нам оставил пророк, алейхиссалату вассалям, тому, что нам разъяснил Аллах азза ва джаль и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Если же человек собирается строить какие-то отношения с людьми, он обязательно должен смотреть, как это делал пророк, алейхиссалату вассалям. Если же он собирается даже построить какое-то государство, он должен смотреть, как это делал пророк, алейхиссалату вассалям, и должен соответствовать тому, что оставил нам пророк, алейхиссалату вассалям. А иначе все его дела будут тщетными. И также по поводу этого аята, иншаллах, мы приведем в качестве примера 10 вопросов, 10 важных вопросов, которые касаются верующего человека. И эти важные вопросы для верующего человека, чтобы быть из числа преуспевших в этом мире и в мире вечном. И первое это, то есть сначала мы упомянем эти вопросы, этих 10 вещей, и после этого, иншаллах, будем делать разъяснение по поводу каждого из них. Первое это ат-таухид. Самое важное это единобожие. Второе это аль-вааз. Аль-вааз, то есть это проповедь или же наставление. Третье это разница между поклонением, которое принимает Аллах азза ва джаль, и тем, которое он не принимает. Четвертое это правление не по закону Аллаха. Пятое это положение групп мусульман в обществе. Шестое это экономика. Седьмое это политика. Восьмое это проблема власти кафиров над мусульманами. Девятое это проблема слабости мусульман в количестве и в силе в борьбе против кафиров. Десятое же это проблема раздора сердец в обществе. И, иншаллах, эти 10 вопросов, которые также упомянул аш-шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, рахимахуллах, в своей книге, которая называется «Аль-Исламу динун камиль». Ислам – это полноценная религия. Первое из этих вопросов это было ат-таухид, единобожие. Таухид, сам таухид, единобожие, у него есть 3 раздела. Первые 3 раздела, то есть, которые включают в себя единобожие. И это также на то, что в таухиде есть эти 3 раздела, про которые мы упомянем, становится ясным, когда мы изучаем Коран. То есть из аятов Корана это становится ясным для нас. Первое это ат-таухид, то есть таухид Аллаха азза ва джаль, единобожие Аллаха азза ва джаль фи рубубиятихи, то есть в господстве Аллаха азза ва джаль. Туда входит, то есть имеется в виду, то есть это таухиду рубубия, таухиду улухия, второе это таухид поклонения, и таухиду асма и васифат это единобожие Аллаха азза ва джаль в его именах и атрибутах. Первое же ат-таухиду рубубия, единобожие в господстве Аллаха азза ва джаль, это когда человек верит искренне, что создателем всего и вся является всего лишь Аллах азза ва джаль, что тот, кто дает на пропитание, это Аллах азза ва джаль. Всем этим миром, всеми своими творениями руководит Аллах азза ва джаль. То есть это все, это таухиду рубубия, имеется в виду господство. Господство над всем принадлежит только Аллаху азза ва джаль. И на это указывает слова Всевышнего Аллаха азза ва джаль. Даже некоторые многобожники во время пророка, алейхиссалату вассалям, когда у них спрашивали про именно ат-таухиду рубубия, то есть кто создал небеса и землю, кто вас сотворил, кто сотворил все сущее, кто сотворил звезды, небо, то есть они даже отвечали, что это все принадлежит только Аллаху азза ва джаль.
Однако они считались мушриками, считались многобожниками из-за того, что они поклонялись другому помимо Аллаха Азза ва Джаль. И Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Валаин саальтахум ман халакахум ла якулунна Аллах». Если же ты у них спросишь, кто вас создал, то они ответят: нас создал Аллах Азза ва Джаль. Также в другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Уль ма ярзукукум минас самаи валь арди амма ямлику сам'a валь абсар, ва ма юхриджуль хайя миналь майити ва юхриджуль майита миналь хай, ва ма юдаббируль амра, фасаякулун Аллах». Спроси, скажи им, кто дает вам на пропитание из небес и земли, кто владеет зрением и слухом, кто оживляет мертвое и умерщвляет живое, кто управляет всеми делами, и они ответят: Аллах Азза ва Джаль. Факуль афаля таттакун, скажи, разве вы не будете бояться Аллаха Азза ва Джаль? Разве вы не устрашитесь Аллаха Азза ва Джаль, зная все это? То есть это все указывает на то, что таухиду рубубия — это один из разделов таухида, единобожия Аллаха Азза ва Джаль. И также в Коране, как мы сказали, очень много аятов, указывающие на таухиду рубубия. И поэтому даже в этих аятах, когда Аллах Азза ва Джаль в качестве вопроса не спасал эти аята, они указывают на то, что это является утверждением. То есть утверждение на то, что только Аллах Азза ва Джаль создатель всего и вся. Только Аллах Азза ва Джаль дает на пропитание. Только Аллах Азза ва Джаль оживляет мертвое и умерщвляет живое. И поэтому Аллах Азза ва Джаль сказал: «Куль агайра Аллахи абги рабба ва хуа раббу кулли шайин». Скажи, разве я буду желать помимо Аллаха Азза ва Джалля другого Господа? Ва хуа раббу кулли шайин. Поистине Он является господином всего. Поэтому это указывает на таухиду рубубия. И этот раздел не принесет пользу никому, если у него не будет важного второго раздела, это ат-таухиду улухия, таухид поклонения. Почему? Потому что Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Вама ю'мину акθарухум биллахи илля ва хум мушрикун». И не уверует большинство из них в Аллаха Азза ва Джаль, кроме как они являются мушриками. То есть этот относится к мушрикам во время пророка, которые были, алейхиссалату вассалям. То есть эти мушрики, они знали, что создателем их является Аллах Азза ва Джаль. Также они знали, что только Аллах дает им на пропитание. Но они приобщали Аллаху Азза ва Джалля в поклонении сотоварища, поклонялись своим идолам. И даже когда у них спрашивали: почему же вы поклоняетесь этим идолам, помимо Аллаха Азза ва Джаль, они говорили: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Мы не поклоняемся им, кроме для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху Азза ва Джаль. Но это не помогло им. Это не спасло их от вечного огня, валь-ияду билля. Также эти же мушрики, эти же многобожники, когда они оказывались в трудном положении или же в опасности, они взывали к одному Аллаху Азза ва Джаль. Как Всевышний Аллах в Коране сказал: «Фаидha ракибу фил фульки дa'аву Аллаха мухлисина лахуддин». Когда же они садились на корабль и во время их путешествия поднимались волны, этот корабль раскачивал, они из-за боязни, что они погибнут, взывали искренне Аллаху Азза ва Джаль. Однако, когда они ощущались в безопасности, они опять начинали совершать свои многобожия. Валь-иязу билля. И это было во время пророка, алейхиссалату вассалям. Однако, те мушрики нашего времени, которые приобщают Аллаха Азза ва Джаль сотоварища в поклонении, которые взывают кому-либо другому помимо Аллаха Азза ва Джаль, которые просят помощь у аулияов, у тех, которые погибли,
или же умерли, ихний ширк еще сильнее, чем ширк тех многобожников, которые были во время пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что тот аят указывает нам, что когда они оказывались в трудном положении, они взывали искренне к Аллаху азза ва джаль. А в наше время мушрики, они когда оказываются в трудном положении, они еще больше взывают к другим, помимо Аллаха азза ва джаль. И один наш брат рассказывал, который когда-то состоял в этой группе заблудших секты суфиев, он рассказывал, что у них были такие стихи, которые даже боишься даже упомянуть их. У них были такие стихи, где они говорили, то есть эти стихи они говорили в своем узком кругу. Они были, то есть следующим образом они говорили: это солнце не поднимается, кроме как с твоего позволения, о наш устаз. Валь-аяду биллях. То есть этот ширк, это многобожие хуже, чем многобожие, которое было у тех многобожников, которые были во время пророка, алейхиссалату вассалям. То есть они, когда ты у них спрашивал, кто создал небеса и землю, то есть кто управляет всем этим миром, они отвечали: Аллах азза ва джаль. Однако именно в поклонении они совершали многобожие. А сегодняшние мушрики, валь-аяду биллях, даже в этом разделе совершают ширк, валь-аяду биллях. Второй раздел из этого тавхида — это тавхид аль-ибада, или же тавхид аль-улухия, тавхид, то есть единобожие Аллаха азза ва джаль в поклонении Ему. И именно из-за этого раздела тавхида, единобожия, были сражения между посланниками и людьми, и ихними народами. Также именно ради установления этого раздела в первую очередь были ниспосланы посланники Аллахом азза ва джаль. И суть этого раздела — это значение ля иляха илляллах, значение нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха азза ва джаль. То есть это ля иляха илляллах строится на двух основах. Первое — это аннафью, отрицание, второе — это аль-итбат. Отрицание — это свержение и отрицание всех видов, кому поклоняются, кроме Аллаха азза ва джаль. То есть, чтобы ты отрицал все тагуты, все, чему поклоняются помимо Аллаха азза ва джаль, чтобы ты ясно отрицал это все, чтобы это было твоим вероубеждением. Второе — это аль-исбат, это чтобы ты утверждал, что только Аллах азза ва джаль является достойным поклонения азза ва джаль. Только Аллаху азза ва джаль дозволено поклоняться. То есть эти два важных основы, то есть которые должен знать человек верующий, который говорит ля иляха илляллах. То есть значение ля иляха илляллах — нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха азза ва джаль. То есть в первом слове ля иляха ты отрицаешь все божества, которым поклоняются помимо Аллаха азза ва джаль. И в втором ты делаешь исбат, утверждаешь господство Аллаха азза ва джаль. То есть утверждаешь, что только Аллаху азза ва джаль можно поклоняться. То есть утверждение, что только Аллаху азза ва джаль можно поклоняться, имеется в виду, что все поклонения, какие бы они ни были, их можно направить только Аллаху азза ва джаль. И их надо делать именно таким образом, который узаконил для нас Аллах азза ва джаль и его посланник саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах азза ва джаль в Коране сказал: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Поистине мы не спосылали для каждой общины пророка, чтобы они поклонялись только Аллаху азза ва джаль и сторонились тагута.
И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Вама арсальна мин каблика мир расулин илля нухи илейхи аннаху ла илляха илля ана фа'будун». Я не спосылал до тебя, о Мухаммад, посланника, кроме как внушал ему, чтобы он знал, или же чтобы он довел для людей, что нету божества, кроме меня, фа'будуни, поклоняйтесь же мне. И в одном из хадисов передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, обращаясь к своему народу, обращаясь к некоторым своим родственникам, он сказал: «Я ма'шара Курейш, о общество курейшитов, иштару анфусакум, выкупайте же самих себя. Ля угни анкум мин Аллахи шайя, я перед Аллахом не смогу вам помочь ничем. О Абдуль-Манаф», он говорил, «о Бани Абдуль-Манаф, о сыны Абдуль-Манафа, ля угни анкум мин Аллахи шайя, я не смогу помочь вам перед Аллахом Азза ва Джаль ничем. Я Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, о Аббас ибн Мутталиб, а я также не смогу ничем помочь тебе перед Аллахом Азза ва Джаль». И он дальше, пророк, алейхиссалям, сделал это обращение своей тете, сделал обращение своей дочери Фатима, сказал: «Я Фатима бинт Мухаммадин, салини ма шита мин мали». О Фатима, дочь Мухаммада, проси меня все, что ты хочешь из моего имущества. Ля угни анки мин Аллахи шайя, однако перед Аллахом Азза ва Джаль я ничем не смогу тебе помочь. То есть, если же человек не будет поклоняться Аллаху Азза ва Джаль должным образом, отрицая все божества, которым поклоняются, этому человеку никто не сможет помочь перед Аллахом Азза ва Джаль. Поэтому верующий человек должен знать свою религию, должен знать правильное поклонение Аллаху Азза ва Джаль. Поэтому также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Фама якфур бит-тагути ва ю'мин биллахи фагад истамсака биль-урватил вусқа». Тот, кто не уверует в тагута, тагут — это все, чему поклоняются помимо Аллаху Азза ва Джаль, будучи довольным. Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фама якфур бит-тагути», тот, который не уверовал в тагута, ва ю'мин биллахи, и уверовал в Аллаха Азза ва Джаль, фагад истамсака биль-урватил вусқа, поистине он вцепился в крепкую рукоять. Имеется в виду, поистине он последовал истине, то есть истине ля иляха илlallah. И по поводу этого раздела из Таухида есть очень множество аятов, однако сегодня наша цель — это не полностью разъяснить именно Таухид касательно, однако разъяснить вот эти 10 вопросов, которые включают в себя аят, про который мы говорили первый раз. То есть «Аль-яума акмальту лакум динакум, атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. То есть именно ат-таухид — первый вопрос из 10, который включает в себя этот аят. И третий раздел этого таухида — это единобожие Аллаха Азза ва Джаль в его именах и атрибутах. То есть именах и атрибута Аллаха Азза ва Джаль — это также один из разделов, по поводу которого заблудились очень много людей. Из них были джахмиты, му'тазилиты, аш'ариты и другие. И верующий человек, является обязательным для верующего человека, чтобы он искренне верил, чтобы у него было вероубеждение, что все атрибуты и имена Аллаха, которыми он описал себя, они являются атрибутами и именами Аллаха Азза ва Джаль. Или же, чем описал Аллах Азза ва Джаль его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. То есть первое, что мы должны знать, мы очищаем Аллаха Азза ва Джаль от всего, что ему приписывают подобие его сотворению. Второе же, это что мы должны уверовать, то есть у нас должен быть крепкий иман, что
все имена и атрибуты Аллаха Азза ва Джаль, которыми Он себя описал, или же Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, они являются действительными, и они не являются иносказательными. И также мы подтверждаем все эти атрибуты и имена Аллаха Азза ва Джаль надлежащим Его величию, то есть величию Аллаха Азза ва Джаль и Его полноценности. И смысл этого раздела единобожия заключается в том, чтобы характеризовать Аллаха теми именами и качествами, которыми Он сам себя охарактеризовал, или же которыми охарактеризовал Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, подтверждая все эти качества и отрицая все то, что противоречит им. Поэтому мы подтверждаем из атрибутов Аллаха Азза ва Джаль то, что Он утвердил сам для себя, или утвердил Его посланник, и отрицаем все то, что отрицает Аллах в себе, или отрицает Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. То есть все качества Аллаха Всевышнего мусульманин обязан принимать, остерегаясь 4 вещей. Первое – это без представления какой-либо формы. То есть мы не имеем права представлять себе какие-то формы, когда говорим о качествах Аллаха Азза ва Джаль. То есть без того, чтобы представлять себе, каким образом выглядит Его качество. И второе – это без сравнения или же уподобления кому-то или чему-то. То есть без того, чтобы сравнивать качество Аллаха Азза ва Джаль с качествами Его творений или же наоборот. И третье – это без искажения и изменения качеств Аллаха. То есть качества Аллаха, которые мы узнали из Корана или же из слов пророка, алейхиссалату вассалям, мы должны их подтверждать так, как они пришли. То есть без какого-либо искажения. А именно, например, в словах Всевышнего Аллаха «Ар-Рахману аля-ар-арш истава», милосердный возвысился над троном. То есть мы это утверждаем, то, что Аллах Азза ва Джаль, Он, то есть утвердился над своим троном, возвысился над своим троном. Однако некоторые заблудшие секты, они сказали по-другому по поводу этого аята. Они сказали, что это означает, Он овладел троном, что является именно противоречием тому, что пришло в Коране и Сунне, а также тому, что пришло от наших праведных предшественников. И четвертое – это чтобы это было без отрицания качеств Аллаха. То есть мы никаким образом не можем отрицать атрибуты Аллаха Азза ва Джаль. То есть Аллах Азза ва Джаль сообщил нам о своих качествах, и мы обязаны принимать их, не отказываясь и не отрицая их. Как это делают такие течения, как му'тазилиты, такие течения, как аш'ариты или же джахмиты. И сегодня на этом мы завершим нашу сегодняшнюю хутбу. Иншаллах, в этой хутбе, то есть или же в следующих хутбах, мы также будем разъяснять остальные вопросы из этих 10 вопросов с дозволения Аллаха Азза ва Джаль. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад ва алхамдулиллахи раббил аламин.